Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас мы с вами начинаем урок родиноведения. На прошлом уроке мы с вами говорили о разнообразии растений. Сегодня будем говорить о комнатных растениях. Сейчас урок вести мне поможет Аруке. Привет, ребята! Аруке, скажи, пожалуйста, какие изменения происходят осенью в природе? Осенью в природе происходят изменения. На улице становится холоднее. Листья опадают. Растения засыпают. Многие животные уходят в зимнюю спячку. Птицы улетают в теплые края. Уже за окном совсем нет зеленого цвета. Да, Аруке, природа окрашивается в серые тусклые цвета. Но есть растения, которые не засыпают и не сбрасывают листва до весны. Такие растения живут в наших домах и теплых помещениях, и в нашей школе. Такие растения называются комнатными. Но почему они остаются зеленой культурой? Дело в том, что родина этих растений – теплые страны, где не бывает зимы. Поэтому эти растения остаются вечно зелеными. И, конечно же, растения выделяют необходимый для жизни кислород. Герань считается самым популярным и известным растением в комнатном цветоводстве. Научное название этого цветка – пеларгония. Родиной этого растения является Южная Африка. А каким образом они попали к нам? Однажды мореплавателей, которые оказались в Южной Африке, заинтересовало растение с яркими соцветиями. Англичане привезли их в Великобританию, где вывели новые сорта. А ею начали украшать дома и сады, как только она попала в Европу. А еще комнатное растение преподносят как очень приятный подарок. Чтобы комнатное растение не погибли, а продолжали радовать нас каждый день, как надо ухаживать за ними. В первую очередь растениям необходимо свет и вода. Большинство растений надо ставить ближе к свету. Поливать растения нужно водой комнатной температуры. Летом цветы поливайте вечером, а зимой утром. Рыхлить почву надо палочкой на поверхности земли после полива, чтобы корням поступал воздух. Рыхлить надо осторожно, чтобы не повредить корни. Надо вытирать пыль из крупных гладких листьев влажной тряпкой или губкой. Растения с мелкими листьями лучше опрыскивать. Осторожно срезать сухие листья и веточки. Следить за чистотой цветочных горшков. Если мы будем соблюдать эти правила, то комнатные растения будут долго радовать нас.